Это игра ума палата. Чтобы убежать от медведя, не обязательно бежать быстрее него. Достаточно обогнать того самого парня, который бежит рядом с вами. Правила нашей игры также парадоксальны. Достаточно быть умнее и быстрее того самого парня, в нашем случае девушки, и тогда денежный приз будет точно ваш. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Чемчоева Мария, я актриса сериала «Хирурдар». Добрый день, меня зовут Федорова Инна, я актриса сериала «Хирурдар». Аина, каким образом вы настроены на сегодняшнюю игру? Положительно. Это все, что вы можете сказать в начале нашей игры? Да. Ну хорошо. Положительные ли были оценки в школе? Нет. А тут отрицательно. Да. Учились на тройке? Признайте сразу. До 4 на 3, да. Была активистская школа. Принято. Мария, как у вас успехи в школе? Хорошие, большие. На 5 училась. Вы победитель по жизни? Ну, в общем, в большинстве случаев да, наверное. А проигрывать умеете? Да, тоже умею. Это мы сегодня и проверим. Какая область знания вам ближе всего? Русский язык, наверное, и биология, наверное. Весьма противоречивый интерес. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз нашей игры – 100 тысяч рублей. Для этого вам необходимо дать 20 правильных ответов в 3 раундах телевикторины «Ума палата». А пока что перед вами находится черный ящик, в нем 2 шара – красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета, чтобы получить преимущественное право отвечать первой на вопросы первого раунда. Приступайте. Вытянула. Аина, вы получили преимущество, вы будете отвечать первой. А пока верните шары на место, и мы будем начинать. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первой начинает Аина. Аина, какой из японских островов является крупнейшим? Тихоокеанский. Хансю. Мария, какое животное бродит возле озера Чад в стихотворении Гумилева? Собака. Жираф. Аина. С какого знака зодиака принято начинать астрологический год? Боже, рыбы. Овен. Мария, кого рыбак видит? Рыбака. Верно. Аина, вокруг чего обводит одураченного субъекта? Без понятия. Пальца. Мария, название какого продукта переводится с французского как кёльнская вода? Газировка. Одеколон. Аина, сколько протонов в атоме натрия? 7. 11. Мария, в каком веке христианство разделилось на православие и католицизм? В 15-м. В 11. Аина, какой вид кавалерии предназначался для боевых действий как в конном, так и в пешем строю? Без понятия. Драгуны. Аина, какое имя не принимал... Мария, какое имя не принимал ни один папа римский, Валентин, Евгений, Георгий, Виктор? Евгений. Георгий. Аина, что такое монгольфьер? Подводная лодка, гусеничный трактор, воздушный шар? Не знаю. Подводная лодка. Воздушный шар. Мария, что является предметом изучения герпетолога? Герпетолог. Губы. Амфибии и рептилии. Аина, каков пролив самый длинный в мире? Так, пролив. Подождите. Финский? Мозамбикский. Мария, какое оружие не является метательным? Праща, сюрикен, кистень? Кистень. Верно. Аина, какой город в 1243 году хан Батый назвал «злой город»? Москва, Рязань, Козельск. Рязань. Козельск. Мария, что такое ублиет? Оружие. Подземная тюрьма. Аина, как звали героиню романа Дюма «Дама с камелиями»? Так, подождите. Карелия? Дама с камелиями. Героиня романа Дюма. Не знаю. Маргарита. Мария, какой фрукт в Древнем Риме назвали карфагенским или пуническим яблоком? Сливу. Гранат. Аина, как старинная легенда? Я не успела закончить вопрос, время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего за игру я задал вам 18 вопросов, при этом Аина дала 0 правильных ответов, Мария 2. Аина, почему такой плачевный результат? Стояла, не сосредоточена была. Сейчас вот сосредоточилась.
Что вы говорите? Мгм. Виной только сосредоточенность, точнее ее Да. отсутствие, а не отсутствие знаний. Мгм. Мгм. Но тем не менее вы поразили нас некоторыми ответами. Да, не... Астрологический год начинается. Да, я Овен, я сама Овен. Мария, радоваться незачем. 2 – это тоже Классно. очень плохой результат. Классно. И вы нас тоже поразили некоторыми своими шедевральными ответами. Давайте на них и остановимся. Стихотворение Гумилева «Жираф, что бродит у озера Чад». Вы его перепутали, по-моему, с есенинской собакой. Скорее всего. Скорее всего. Вы даже сами не знали, с чем перепутали. Герпетолога вы назвали специалистом по губам. Хорошо, что не специалистом по герпесу. Спасибо. Тем не менее, Мария, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете первой отвечать на вопросы второго раунда. Переход хода во втором раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это значит, что игрок, дающий правильные ответы, может не предоставить своему оппоненту ни единого шанса для того, чтобы ответить хотя бы на один вопрос. Итак, второй раунд. Мария, кто организовал русский сезон, который в начале 20 века прославили русский балет? Пас. Сергей Дягилев. Аина, звезда какого спектрального класса наиболее горячая? Какого спектрального класса наиболее горячего? Звезда какого? Не знаю. Класс О. Мария, на что надевает женское украшение под названием фероньерка? На щиколотку, на шею, на голову. Щиколотку. На голову. Аина, в какой стране в 18 веке началась промышленная революция? Индия? Великобритания. Мария, какой московский театр стал первым местом работы Владимира Высоцкого? Театр оперы балета. Драмтеатр Пушкина. Аина, какой из этих имен греческого происхождения дословно переводится как «хорошо светить» или «сиять»? Пантелеймон, Евлампий, Инна, Макар. Пантелеймон хорошо светить? Правильный ответ – Евлампий. Мария, чего боятся люди, страдающие гимнофобией? Флагов. Наготы. Аина, продолжите ряд. 4, 10, 16, 22, 26. 28. Мария, какой напиток, согласно легенде, открыли козы человечеству? Вино. Кофе. Аина, какой представитель кошачьих успешно использовался на охоте в Древнем Египте и Индии? Тигр. Гепард. Мария, как называлось мифическое существо с туловищем льва, головой и крыльями орла? Ой. Пас. Грифон. Аина, какое слово произошло от латинского правитель? Какое слово произошло от латинского правителя? Не знаю. Губернатор. Мария, кто автор фразы «Слух о моей смерти сильно преувеличен»? Пас. Марк Твен. Аина, в каком году произошло крещение Руси? В каком году? Так, подождите. 1840. 988. Мария, кто автор этих строк? «Зима, крестьянин торжествуя». Пушкин. Верно. Мария, в каком году в России отменили крепостное право? 1690. 1861. Аина, какой христианский праздник отмечается на 40-й день после Рождества? Сейчас, подожди. Христова? Подожди. Цветение. Время вышло. Чего? Цветение? Среднее. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 17 вопросов. При этом Аина дала 0 правильных ответов, Мария 1. Мария, вы не перестаете нас снова поражать своими гениальными ответами. Гимнофобия. Вы сказали, что это боязнь. Флагов. Прекрасно. Типа гимн? Ну, типа, да. А Высоцкий у нас, по-моему, работал в театре оперы и балета. Ну, а что комментировать вам, Аина, я не знаю. Вычитаем вас из нашей игры. Точнее, удаляем. До свидания. До свидания. Мария, давайте переходить к третьему раунду. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 000 рублей. Я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Мария, какая страна первая ввела христианство как государственную религию? Англия.
Армения. Кто из этих писателей книг для детей стал лауреатом Нобелевской премии? Сельма Лагерлёф, Астрид Лингрен, Джани Родари. Джани Родари. Лагерлёф. Синус какого угла равен 1/2? Противоположного. 30. Кому Лев Толстой сказал: Шекспир скверно писал, а вы еще хуже? Пас. Чехову. Какой из данных архитектурных памятников Санкт-Петербурга был построен по проекту Агюста Монферрана, Адмиралтейство, Смольный институт, Исаакиевский собор? Исаакиевский собор. Верно. Самый маленький представитель семейства соколиных из перечисленных: Сапсан, Чеглок, Балаван. Чеглок. Верно. Какие войска дореволюционной России назывались инфантерией? Пас. Пехота. Кто в работе использует нить, которая называется кенгут? Хирург. Верно. Что означало слово «день-нощие» на Руси? Охранники. Сутки. Актрису Хеди Лемар внесли в Национальный зал славы изобретателей США, но не за роли. За что? Что она изобрела? Пас. Система управления торпедами. Это растение выращивалось в Древней Греции, Риме, Египте. К баранам не имеет отношения, но баранем называется... Цветок. Это был нут. Время вышло. Уже. Мария, за время третьего раунда я задал вам 11 вопросов, при этом вы дали 3 правильных ответа. При таком соотношении вопросов 3 – это весьма неплохой показатель. Вы действительно собрались и показали, что действительно кое-что знаете. Мария, как в целом вам игра, потому что для вас она сегодня уж точно завершилась? Очень сложные вопросы на самом деле. Если честно, я когда сюда собиралась, думала, будут вопросы, не знаю, что-то в стиле «Кто хочет стать миллионером?», там варианты ответа и все такое. Но оказалось очень сложно. Да, я поняла, что вместо скроллинга в интернете, в соцсетях, возможно, стоит поиграть в борьбу умов. Ну что же, создатели игры «Борьба умов» заимели одного явно поклонника. Мария, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить счет правильных ответов до 20, поэтому мы вынуждены с вами прощаться. Спасибо вам за игру. Спасибо. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Может быть, следующий игрок сможет опустошить наш счет? Узнаем через мгновение. Это игра «Ума палата». Игра, в которой не удастся перехитрить меня и тем более друг друга. Однако у одного из игроков имеется уникальный шанс уйти отсюда не только со званием самого умного, но и с денежным призом. Не упустите этого шанса. Имя счастливчика и обладателя 100 тысяч рублей мы узнаем в конце телевизионного сезона. Игроки, представьтесь. Я Бубякина Виолетта, учусь в 10 классе, я учусь в 5-й школе. Отлично. Дармаев Андрей Максимович, 5-я школа, 10 Б класс. Андрей, кем вы хотите стать, когда закончите учиться в школе? Когда я закончу учиться в школе, пока конкретных планов у меня нет, но я могу пойти или по медиасфере, по творчеству получается, или же в какие-то более направленные технические специальности. А потенциально выигранный денежный приз 100 тысяч рублей каким-то образом может помочь вам в будущей профессии? Да, я могу купить, допустим, фотоаппарат или же видеокамеру. Это очень сильно мне поможет, потому что у меня нет своего оборудования, чтобы, допустим, заниматься творчеством. Ну да, и тогда уж и точно дорога лежит в сторону журфака. Виолетта, здесь будет жестко, быстро и, возможно, даже немножко страшно. Был ли у вас опыт преодоления страхов? Да, был, но он, не особо так хорошо закончился. Не в вашу пользу? Да. Виолетта, можете ли вы себя назвать стрессоустойчивым человеком? В нужные моменты, конечно, могу выдержать стресс, конечно. Ну что же, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз 100 тысяч рублей телевикторины «Ума палата», верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить право отвечать первым на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. Я даю тебе. Хорошо, вытягивайте, Андрей. Все, прекрасно. Андрей, вы получили преимущество. Вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда, а пока что верните шары на место, и мы будем начинать.
Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый отвечает Андрей. Андрей, правда ли, что человеческое плечо представляет собой шаровидный сустав? Правда? Верно. Виолетта, на каком континенте живет меньше всего людей? Австралия. Антарктида. Андрей, какова максимальная разница величин 2 вертикальных углов? 90. Они всегда равны. Виолетта, какая из названных горных пород образуется из лавы, извергнутой вулканом? Мрамор, гранит или туф? Туф. Гранит. Андрей, кто из ниже названных является млекопитающим? Морской конек, морской лев или морской еж? Морской лев. Морской лев. Верно. Виолетта, какой поэт посвятил любимому городу строки «Москва, Москва, люблю тебя как сын»? Пушкин. Лермонтов. Андрей, зимородок, хищник. Назовите главное блюдо меню зимородка. Мышь. Рыба. Виолетта, какой город в Якутии называют алмазным краем? Миренгри. Мирный. Это правильный ответ. Андрей, какого татарского воеводу разбил на Куликовском поле князь Дмитрий Донской? Пас. Мамая. Виолетта, какая древняя цивилизация породила комплекс Мачу-Пикчу в Перу? Греки. Инки. Андрей, какие животные могут жить как в воде, так и в суше? Землеводные. Верно. Виолетта, сколько сторон у шестиугольника? 6. Верно. Андрей, если вам нужна 1/2 стакана муки, а у вас есть только 1/4 мерного стакана, сколько раз вам нужно использовать его, чтобы получить нужное количество муки? 2. Верно. Виолетта, знаменитая трилогия Льва Толстого начинается повестью детства, а какой повестью она заканчивается? Пас. Юность. Андрей, сколько прямых углов понадобится, чтобы превратить острый угол в тупой? 1. Верно. Виолетта, как звали последнюю королеву Франции? Пас. Мария Антуанетта. Время вышло. В течение первого раунда я задал вам 16 вопросов, при этом Андрей дал 5 правильных ответов, а Виолетта только 1. А Виолетта, каким образом оправдаетесь? Почему такой печальный исход? Я очень запереживала. У меня в голове спутались все мысли. Да, все смешалось в доме Облонских. Фраза из какого романа? Анна Каренина Толстого. Да, действительно все смешалось. Какие предметы вы любите и каких вопросов вам не хватило сегодня в первом раунде? Вообще я сдаю химию и биологию, потому что поступаю на врача. Также я увлекаюсь, больше разбираюсь в математике. Вопросы из химии, из биологии, те самые вопросы, на которых часто спотыкаются наши игроки. Надеюсь, они будут впереди, и надеюсь, там вы сможете продемонстрировать весь блеск своего ума. Ну а пока что Андрей. Андрей, 5 вопросов и 5 правильных ответов – это весьма неплохо. Андрей, чем вы увлекаетесь по жизни? Всем. Я интересуюсь очень многими вещами. Все нравится. Например? Я играю на гитаре, я занимаюсь медиа, то есть я монтирую, снимаю видео, фотографирую. Мне нравится подпеть, сочинять, допустим, поэзию. Я пишу стихи время от времени, люблю читать, люблю играть в игры, общаться с людьми, узнавать историю каждого человека. В целом, да, все нравится мне. Андрей, ну что же, будем надеяться, что вы действительно восходящая и будущая звезда нашей республики. Вы получили преимущество и будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Второй раунд также длится 2 минуты. Переход хода в следующем раунде осуществляется после ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий правильные ответы, не дает шанса другому игроку ответить на следующие вопросы. Итак, второй раунд. Андрей, что такое гипербола? Гипербола – это математическая формула. Гипербола – это привлечение. Виолетта, какой самый большой и глубокий океан в мире? Тихий. Верно. Виолетта, какая нота первой октавы пишется на первой линейке нотного стана? До. Ми. Андрей, правда ли, что утконосы – это млекопитающие? Да.
Верно. Андрей, кто был первым президентом России? Ельцин. Верно. Андрей, какое яичко курочка ряба обещала снести для деда и бабы? П. Простое. Виолетта, скольким сантиметрам равен 1 дюйм? 10. 2,54. Андрей, какая предупреждающая надпись стоит на упаковке относительно безопасного бытового химиката? Не попадать в глаза. Никакой. Виолетта, каких 3 вида пород камней существует? Каких 3 вида? Пас. Осадочные, метаморфические и магматические. Андрей, какой греческий бог, внушавший ужас всему живому, похитил юную Персифону? Аид. Верно. Андрей, у большого сфинкса в Египте голова человека, а тело животного какого вида? Кошки. Кошки, то есть льва. Будем считать верно. Столетняя война, Андрей, 14 и 15 веков была прежде всего конфликтом между Англией и какой другой страной? Франции. Верно. Андрей, какой самый распространенный элемент во Вселенной? Кислород. Водород. Виолетта, как переводится на русский язык слово Windows? Окно. Верно. Андрей, сколько чайных ложек в 5 столовых... Виолетта, сколько чайных ложек в 5 столовых ложках? Виолетта. 10. 15. Андрей, какому музыкальному семейству принадлежит фагот? Струнные. Духовые. Виолетта, как называется тело, упавшее из космоса на Землю? Метеорит. Верно. Виолетта, какая планета, открытая в 1930 году, за все время наблюдений не успела закончить полного оборота вокруг Солнца? Марс. Это Плутон. Стоп. Время вышло. За время второго раунда я задал вам 18 вопросов. При этом Андрей дал 5 правильных ответов, а Виолетта только 3. Виолетта, какие вопросы вам запомнились лучше всего? Глубокий океан и планета, которая открылась в 1930 году. Помнится, на первый вы дали правильный ответ, на второй нет? Я не помню. Я переживаю. Виолетта, что-то скажете на прощание, потому что для вас игра точно завершилась сегодня. Ну, я желаю своему сопернику выиграть 3-й раунд, потому что так или иначе мы ведь друзья, так я желаю ему всего хорошего. В целом, это было для меня новым воспоминанием, опытом. Я просто рада. Я надеюсь, что было новым знанием, что алмазным краем является все-таки мирный. Мы специально вводили подобные вопросы регионального характера, для того, чтобы вы могли там блеснуть, но здесь вы перепутали города. Увы. До свидания. До свидания. Андрей, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры. Это 100 тысяч рублей. Я сообщаю вам, что этот денежный приз можно выиграть в конце телевизионного сезона. Андрей, на берегу какой реки расположен город Иркутск? Обь. Ангара. К какому типу музыкальных инструментов относится тромбон? Духовые. Верно. На какой вопрос отвечают обстоятельства в русском языке? Где, когда, куда, откуда? Верно. Кто написал роман «Эпопея. Война и мир»? Толстой. Верно. Как звали ведьму, мать кузнеца Бакулы в повести Гоголя «Ночь перед Рождеством»? Знаю. Солоха. Флаг какой страны имеет непрямоугольную форму? Швейцария. Непал. Как называется традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов в специальных сосудах? Пас. Икебана. Какой стране принадлежит остров Хоккайдо? Япония. Верно. В какой стране расположен Тадж-Махал? Пас. Индия. Что в переводе с латинского означает слово «алиби»? Оправдание. В другом месте. В каком году началась Первая мировая война? 1939. В 14-м. Кого, согласно русской пословице, не обойти, не объехать? Реку. Суженого. Какое море разделяет Евразию и Америку, а также является самым большим по площади и глубине морем в России? Азовское. Беринговое море. Время вышло. Ну что же, каковы ощущения ваши после 3-го раунда? Ну, чуть-чуть стало напряжнее, когда ты ушла. От чего? Не знаю, просто когда чувствую, что есть мой друг рядом, я чувствую, что я спокойно могу что угодно вспоминать, и мне как-то проще просто становится психологически. У вас действительно были шансы на победу, но, к сожалению, вы их упустили. Ибо за 3-й раунд я задал вам 10 вопросов, вы дали 5 правильных ответов. Хотел бы прокомментировать, что на вопрос о флаге, имеющем непрямоугольную
форму. Ваш ответ «Швейцария» мы засчитали за правильный. Некоторые ответы нас удивили. Допустим, Тадж-Махал, очевидно, находится в Индии. И, конечно, вопрос о начале Первой мировой войны нас тоже весьма смутил, поэтому советуем вам Историю подучить. хорошо учиться на уроках истории. Наш добрый вам совет. А пока что можем сказать, что в последнем решающем раунде вы не пополнили копилку своих правильных ответов до 20, и поэтому покидайте нашу игру. Что можете сказать на прощание телезрителям? Может быть, какие-то добрые наставления самому себе? Спасибо, что я хочу сказать спасибо всем, кто причастен к моему попаданию на это шоу. Мне очень понравилось, это было очень интересно, весело. Я получил классные эмоции. Учитесь. Я тоже буду учиться, так как, оказывается, мне много чего еще нужно знать. Удачи в творчестве. До свидания. Это игра «Ума Палата». Игра, в которой каждый из вас может заработать 100 000 рублей. До следующей недели.